власти, соответственно, государству. И вот что, собственно говоря, я нашел. Вот смотрите, например, есть замечательные три фразы у Конфуция. Да? Вы знаете, что конфуцианство лежит в основе идеологических взглядов сегодня в Китайской Народной Республике. Ну вот, например, Конфуций говорил, что государство необходимо для справедливого и достойного существования людей. Мы знаем Конфуция как гуманиста, как человека, который выступал за права людей, говорили, что он был, в принципе, либерален достаточно. Но при этом у него есть такая фраза: правитель подобен ветру, а народ траве. Когда ветер дует, трава склоняется. То есть при этом он признавал, что во главе народа должен стоять государь, правитель, как угодно его называть. Давайте посмотрим на казахские пословицы. Да? Есть такие две замечательные пословицы: «Жетосыз болмас, елхансыз болмас». Что, в принципе, означает, если так недословно переводить, а пытаться смысловой перевод более-менее поддержать, что говорит о том, что народ без хана, что земля без гор. То есть казахский народ всегда традиционно тоже считал, что во главе народа должен быть правитель. И при этом говорили о том, что счастлив шкит, который цену себе знает, счастлив народ, который сам собой управляет. То есть такие истоки степной демократии тоже у казахского народа всегда традиционно были. И пословицы, я не знаю, в всяком случае, они на русском языке, я не знаю, какой народности их приписать. Во всяком случае, мои родители постоянно тоже так говорили. Две такие пословицы: служи народу так, чтобы за него в огонь и в воду. То есть тоже роль правителя. И во-вторых, где власть народа, там победа и свобода. Тоже признавались какие-то вещи, связанные с демократическим началом, всегда традиционно. То есть мы видим, что на неформальном уровне мы достаточно близки. Все признавали и сильного государя, сильного правителя, и все при этом признавали о том, что народ должен быть где-то самостоятелен в плане управления. Теперь давайте перейдем на более формальный уровень. Это закон. Считаю, что это вот самая такая сейчас теоретически быстрая часть. Формальный уровень закона, то есть уровень конституции, да? В чем похожи конституции наших стран? Во всех конституциях, я вот сейчас сидел, смотрел специально в части Индии тоже, везде народ является источником государственной власти. То есть везде народ у нас идет в приоритете, и управляет народ посредством передачи своих прав в парламенте там, и так далее. В Китае еще что-то немножечко по-другому. И здесь мы видим родство. То есть это фактически означает, что мы близки по ментальности где-то. Нельзя, конечно, так утверждать целиком и полностью, но близость, разумеется, есть. Поэтому можно говорить об общих подходах, вот эти вот коммуникации между властью и народом. И теперь вот, собственно говоря, наша такая вещь, которую мы применяем в работе, это те принципы, которые мы ставим перед собой в выстраивании правильных коммуникаций. Как оно коррелирует, вы увидите, что все это, в принципе, очень сильно работает. Примеры будут очень наглядные, вы о них слышали. Давайте, во-первых, для того, чтобы, сейчас вот Экспо проходит накануне, чтобы посчитать реальное количество людей, понять, кто из них террорист, кто не террорист, каким-то образом хотели это сделать. И организации, в которых они регистрировались, называются у нас Центры обслуживания населения, ЦОНы. И так случилось, что когда объявили о введении этого закона, в ЦОНы ринуло огромное количество людей, были огромные очереди, и погибло 2 человека в этих очередях. И когда у депутата парламента спросили, ваше мнение, вообще, как вы относитесь к этому, к смертям, в результате того закона, который вы приняли, он такую неоднозначную фразу сказал, он говорит: вы знаете, с таким же успехом они могли бы умереть у себя дома. Был тоже большой скандал, была тотальная проверка со стороны его фракции. К сожалению, ничего на него не нашли, чтобы отправить в отставку, но с другой стороны, он извинился, он сказал, что я погорячился в своих высказываниях, прошу прощения семьям погибших и так далее.
Ну и таких случаев, я думаю, тоже в практике достаточно много мы встречаем. Ну и теперь давайте показательный пример эмпатии, гуманности. Вот этого человека в очках, это премьер-министр Финляндии. Его имя Юха Сипилä. Юха Сипилä. Чем он знаменит? Почему его так любят финны и, как это ни парадоксально, почему его так любят беженцы из Сирии? Во время потока беженцев в Европу, мы помним, да, все это, когда рассказывали о том, что большое количество людей двинулось в Европу, премьер-министр Финляндии отдал для беженцев свой загородный дом, для того, чтобы они там жили, ну, потому что им негде было остановиться. Многие тоже это воспринимают как пиар-ход, но на пиар это не сильно было похоже. Почему? Потому что шагами гуманизма, как бы, ну, многие решения этого человека были, ну, пронизаны. И, не знаю, живут сейчас в его доме беженцы до сих пор или нет, но дом был отдан, и люди там на самом деле жили, там жило около 10-15 сирийских семей, которые приехали в Финляндию. Я, в принципе, знаете, я на этом закончил. Хотел бы оставить, ну, время для того, чтобы мы с вами пообщались, может быть, поделились какими-то взглядами. Но для чего еще раз я вам все это рассказал? При кажущихся различиях между нами, да, у нас есть все равно общие потребности в том, чтобы видеть власть, видеть представителей государственных органов, так называемого квазигосударственного сектора, эффективными, открытыми, ответственными за свои действия, ну и чтобы они были ближе к нам. Я думаю, ну это очевидно для всех. Вот на этом мы основываем свою работу здесь у нас, в Казахстане. Могу рассказывать достаточно много примеров, которые, ну, известны для нашей страны. А с удовольствием бы, допустим, ну, послушал какие-то ваши примеры. Но вот таков наш подход. Таков наш подход к работе. И я думаю, что он, ну, с легкостью, во-первых, применяется у вас, но и с легкостью, в случае чего, в принципе, применим. На этом я, в принципе, закончил. Давайте, если есть желание, мы можем, ну, о каких-то вещах интересных, связанных с темой, поговорить. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы? Ничего нет, да? Никто ничего не хочет сказать? Насчет фишки. Вот, каждый журналист, либо каждый человек делает свою фишку. Журналисты, ладно, мне вот интересно по поводу людей, ну, в частности, представителей власти. Например, какие фишки? Вот. У вас что-то в голову приходит? Я делаю вас. У меня? Опять-таки простота. Либо фишка нашего Акима города. Я люблю народ. Вот. Ну, давайте не по поводу Жириновского, давайте я вам расскажу по поводу примера Акима, ну, мэра города Астана, Асет Исекешев. Ну, просто там, без должной, конечно, скромности могу сказать, что так как человек реализует в своей ипостаси государственную информационную политику, мы тоже работаем с Акиматом, и, ну, многие вещи мы совместно реализуем. Был такой случай, после которого все очень сильно прям полюбили нового Акима города Астана. Этот случай был связан со следующим. Был вечер около 18:00, и в Facebook залетела фотография, где человек, похожий на мэра города Астана Асета Исекешева, в бейсболке, стоит, ну, просто вот среди людей в общем зале ожидания и ждет прилета самолета в аэропорту. Ну, все были в шоке, что мэр столицы... Вот... Because we're having a linguistic problem. It can translate from Russian to Chinese. So I could speak in English, but then there would be no translation. Okay, good. She got your phone.
Вот в двух словах. Сейчас мы пытаемся в Астане построить международный финансовый центр. Как в Шанхае, в Гонконге. С британским правом, английским правом. И принцип очень простой. Вот, китайские наши друзья очень быстро поняли этот принцип. Он называется «одна страна, две системы». Это it's basically one country I found it for me. Well, she translated. So basically what we're trying to do, we're trying to establish an international financial center right here in Astana with a separate autonomous legislation based on British common law. And a Chinese friends would understand this really quickly. It's a concept they actually implemented. It's called one country, two systems. They did it for Hong Kong, the Sangam Special Administrative Region, and Macau. И вот что произошло в 1997 году, когда Гонконг был передан Китаю. Китайское правительство решило сохранить британское право и вот экосистему, которая существовала в Гонконге, финансовую, банковскую экосистему. И было принято решение изменить конституцию и не распространять китайское законодательство на территории Гонконга, оставить его именно в британском законодательстве со своей валютой, со своим правом, со своими судами, законодательным органом, парламентом, своим legislative council называется. So what the British basically did, they did a very pragmatic thing in Hong Kong. When Hong Kong was passed over to the People's Republic of China by British in 1997, they said, well, there were some people said, okay, let's just make it province of China. Eliminate everything, just make it a province of China. On the other hand, they made a very pragmatic decision. They decided to keep Hong Kong as it is, with British law, British courts, financial system, its own currency, its own parliament. They have a legislative council, and its own elected governor, basically, the Prime Minister of Hong Kong, so to speak. And it paid off. I mean, Hong Kong is a very vibrant city that kept its very specific financial ecosystem. And just to give you an example, the Hong Kong Stock Exchange, the volume of trade on Hong Kong Stock Exchange 13 times exceeds the GDP of Hong Kong, which is quite good. И это очень сильно, вот это вот решение, оно было очень мудрое решение. В Гонконге сейчас, гонконгская фондовая биржа, объем торгов в 13 раз превышает ВВП Гонконга. Это очень хороший показатель. Вот представьте себе, для сравнения, Косе, наша биржа, казахстанская фондовая биржа, объем торгов на Косе составляет меньше 1% от ВВП Казахстана. А там 13 раз больше, чем ВВП всей страны. Очень хорошо. И это получилось благодаря тому, что британское право, вот эта особая экосистема, финансовая, банковская, экономическая, она привлекала большое количество международных инвестиционных банков, компаний, финансовых. Вот такой хабом является финансовый подход. И вот мы пытаемся что-то такое повторить у себя в Казахстане. So we basically try to do something similar in Kazakhstan, introducing British law. For the first time in former Soviet country, we're introducing British law. So Astana International Financial Center will be hub for financial services with British common law, independent regulation, and independent court, British law. Таким образом, Международный финансовый центр Астана будет вот такой особой территорией, на территории страны, с независимым юридическим режимом. И у нас есть два, так называемые, окна возможностей, две возможности, чтобы проект успешно реализовался. Первая возможность связана с ситуацией сейчас в России. Московский международный финансовый центр, он был запущен раньше, в 2008-2009 году.
И он должен был стать региональным хабом этого финансового. Но, к сожалению, вот из-за санкций, из-за вот той ситуации, в которой практически Россия оказалась, этот финансовый центр сейчас буксует, он очень сильно, фактически он не реализован в той логике, в которой он должен был запуститься. So we have two windows of opportunity. One is situation with Russia. The Moscow International Financial Center was launched earlier in 2008-2009. But due to the political situation and sanctions, political situation, it is frozen. It didn't fulfill its full capacity, basically. It is frozen. So we do have a window of opportunity now to serve as a regional hub for financial services. Таким образом, у нас появляется возможность стать этим региональным хабом. И второе окно возможностей – это как раз таки этот проект экономического шелкового пути или One Belt, One Road. Почему? And second window of opportunity is One Belt, One Road. You know, it's a huge financial infrastructure, economic project. And Chinese government is investing a lot. Just 3 weeks ago, One Belt, One Road Forum in Beijing. The chairman of China, Secretary General Xi Jinping, declared $900 billion infrastructure bill, $1 trillion to push those projects. Вот вы знаете, буквально 3 недели назад был большой форум в Пекине, One Belt, One Road, где было декларировано руководителем Китая, Си Цзиньпинем, огромный пакет инвестиционный, $900 миллиардов, почти $1 триллион в развитие инфраструктуры. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание на вот такой интересный слайд. Economist, журнал такой есть, знаменитый, здесь на английском. И он показывает исторические долю ВВП разных стран в глобальном ВВП. Исторически. Вот тут есть 1000 год, 1500 год. И вот коричневое – это Китай. So, The Economist, a famous magazine, economic magazine, it has very interesting research on history of world GDP, how much certain countries weighed in global GDP. And the brown figure, the brown part of the diagram shows the percentage the Chinese economy always played in global GDP. И вот если вы внимательно посмотрите, Китай всегда был глобальной экономической державой фактически. Да? То есть его доля удельная в мировом структуре мирового ВВП всегда была огромна. Пик приходится на 1820 год, начало 19 века, да? 40% мирового ВВП было у Китая. То есть Китай влиял огромную экономическую роль. Может быть, не такую большую политическую роль, но экономически Китай всегда производил все для мира, мир ничего не мог предложить Китаю. So China was always an economic powerhouse. The peak of its influence as GDP, as a percentage of GDP, comes in the beginning of the first half of the 19th century, 1820. 40% of global GDP was comprised by China. The global GDP is 40%. It's that much. They might not have been influential as political power, but as economic power, they always were. Уйгуры. Это 40 чем-то национальностей. Это памятник считается как литературный памятник. Определил датский ученый Вильгельм Томсон в 19 веке. Вообще считается как исторический памятник. Там пишется о действующих лицах. Что интересно, это памятник подготовили тогда же китайские, как и мастера.
той стороны сейчас резюме этой памятника написано на китайском языке. Это копия, научная копия. Поздравляю тем, что шанхайская организация, которая входит в Казахстан, расширился серьезно. Туда вошли Пакистан и Индия. Таким образом, шанхайская организация сотрудничества объединяет 44% населения мира. Это серьезная организация, серьезная сила. Я надеюсь, вот эта сила будет направлена на созидание, на сохранение мира, сотрудничества. Таким образом, это новая модель мы предлагаем миру, всему мировому сообществу. Не путем конфронтации, не путем оружия, а путем сотрудничества установить мир и развивать экономику, и жить очень хорошо. Вы находитесь в университете Нижнего. Это университет из молодых университетов, но вместе с тем уже о себе заявил серьезно. Вчера вышел рейтинг мировых университетов по версии QS. Мы продвинулись на 10 пунктов вперед и находимся в 335 месте. Мы в прошлом году праздновали 20-летие нашего университета. Почему в 1996 году здесь открыт университет? Потому что президент страны Нурсултан Назарбаев принял решение перенести столицу с города Алматы в Астану в 1997 году. За год переноса столицы он создал здесь вот подобный университет. Так как в будущем наша столица Астана должна быть городом для молодых, молодым, красивым. А молодежь где собирается? Только в университетах. Самый лучший молодежь. И вот сейчас 20 тысяч студентов нашего университета полноценные жители нашей столицы Астаны. А Астану, наверное, видите, да, как вот. Вы не поверите, 20 лет назад здесь не было вот таких зданий. Да, самое высокое здание — это 4 этажа, мазанки и так далее, так называется. Я предлагаю. Это колыбель, бесик называется. Это мы. Это сверху видите символичные гуси, это тоже как бы казахские, вот не знаю, арман, мечты. Мечта, казахская мечта. 这个是一个梦想，老是梦想。刷花吗？только здесь такая картина у вас представлена или еще? Нет, резиденция президента есть один такая картина. Алматинский резидент. Ну, другой автор. Другой автор. В России есть в России есть такой известный художник Глазунов. Мистерия 20 века. Мистерия 20 века. Это в стиле такого нарисовано. Да.
спросим, Мен көшіріп лекция оқытқанда. да. Проще подняться на второй этаж. Робертсон, генеральный секретарь НАТО, Путин. Горбачев, Горби. Президент Сапармурат Ниязов. Иоанн Павел II. Кучин. Ельцин, Борис Ельцин. Легендарный президент России. Таиланд. Королева, да? Принцесса. Михаил Саакашвили. Тоже легендарный президент. 英国周期原来是教育部的，是吧？ Садович, действующий 原来当过教育部的。 ректор МГУ, Московского государственного университета. Хиллари Клинтон. Дальше лауреаты Нобелевской премии. Завтра приедет президент Сербии. 名誉教授的这些是吧？挂在这牌子。来过一圈。来过。Патриарх России. Это для вас остается. Делегация. Scientist 很长时间还不知道这个是谁来的，谁的作品。 Считали, что некоторые ученые писали это манихейские надписи, санскритские надписи, разные, так сказали, а получилось это как древнетюркские надписи. But then scientists he discovered that this was old Turkey. He's Greek. 但是它这个它是现在的牌子，是过去的，你知道吗？ Тамара, а теперь Вот здесь список тюркоязычных народов, 38 тюркоязычных народов. У них религия разная, но язык тюркоязычный. Культигина. Культигин это полководец, вот это камень поставили в честь тюркского полководца. Вот это святой комплекс, где он захоронен. Вот. Это центральная Монголия. Вот здесь 56 родовые тамга. This is the tribal signs or symbols, 36 of them. Вот это сирке, это символ тюркского народа. So the highest one is called Sirke. This is a symbol of Turkic people. На верху камня тоже есть. And at the top of that stone, we also have this symbol. У казахского народа 3 жуза, большой, средний, малый жуз. So Kazakh people, they are historically divided into 3 tribes, like the highest tribe, middle, and the youngest, like this. Как написано вот это камня тамга, соответствует вот этим тамгам. Разницы нету. Да. So these are like the letters also represented on that symbol. Цель нашего музея показать алфавиты, вот, которые использует тюркский народ. 16 вид письменности. Арамей, байрғы түркі, вот кириллица. Только 16 вид письменности. Теперь мы готовимся перейти латинский обратно.
Нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммед, посланник Аллаха, написано. And so here you can see script in Arabic, and it says that there is no God except Allah, and Muhammad is his Это до появления буквы, иероглифы, петроглифы. So these are the hieroglyphs and some paintings that were before the letters appeared. So this У нас is the most ancient в музее 3 зала, вы можете посмотреть вот здесь. И панорама так выглядит. Там они нашли 87 штук сарбазов разных. Вот это полководец. И сарбазов, баран, собака, петух. Это уже доказывает, что их жизнь осидливый образ жизни. It shows that they had half nomad life, half like domestic life, settled life. Высота экспонатов 70 сантиметров. Здесь вот китайские надписи. Город Сиан. Город Сиан. Здесь могильники вот Атырауской области. Вот. Это до ислама. Лошадь и богатство полностью вместе. Когда Культигину было 16 лет, он уже был полководцем. Всего прожил 47 лет. Когда их отец умер, осталось 2 сыновья, одному было 5 лет, другому 7 лет. И на трон садился его двоюродный брат Капаган. And then here there's also his cousin. He was elected as a leader. Вот это третий советник Тунукуев. Он очень долго прожил, 96 лет прожил. Здесь все каганы, ханы. Золотой пайзун, который ханы носили, это чистое золото, знак ханства. Like you saw already the beginning of civilization, for example, this is the spiritual type, and some other models like. Вот они носили вот головной убор, чистое золото, таж. So this is the headset, also made out of gold. Корона. It's like the crown. The white of the crown was wearing this one. Орда-Балык – это первая столица тюркского народа в то времена. 400 лет был столицей. So the city of Orda-Balыk was the ancient capital of the Turkish and it was the capital for more than 400 years. Вот это памятник на тюркском, китайском, сагдинском языке был символ города. And this monument is the symbol of that city. Как Байтерек. It's like Байтерек now. Our Kazakh symbol for Центральная Монголия. And this is in central Mongolia. Again, this is a tortoise here, a turtle. Вот Культигин. Вот это Культигин написан в двух языках. Одна сторона китайский надпись, другая тюркский надпись. This is the representation of that monument that we saw in the middle. You see the face of Kультигin of that military and the signs that are written on that stone here on Old Turkic language in Chinese language. Когда Культигин умер, китайский император, империя Тang, он послал своих мастеров и написал свой некролог.
So when this military leader died, the Chinese emperor sent a special person to the monument, to the stone, so that the Chinese master could write the story about Mukutagin in Chinese. Тимура был построен. And this monument was built by the order of the architect. Но без перевода казахский язык. Казахтың бір мақалы, өнер алды білді. Yeah, this is all in Latin. You may come and read a little bit in Kazakh. Ахмет Байтурсынов добавлял некоторые буквы и создал первый алфавит. The monument is the stone from the complex of Kurtizin. This one is the real one. Вот это камень, это копия, а это камень настоящий. Именно здесь загадали желание наш президент, потом все президенты, кто к нам приезжает, Путин, Ельцин, Папа Римский, Кондолиза Райс, Клинтон, все загадали желание, можете приложить руки и загадать желание. В нашем университете создан волонтерский штаб «Экспо». Волонтерский штаб здесь находится. Для них мы в течение года организовали специальные курсы обучения. И штаб основном на сегодняшний день около 500 студентов уже подготовлено. Вы можете сами увидеть, ваши рядом, которые волонтеры, гиды, тоже студенты нашего университета. Ряд инвесторов, и потом в один момент Google Ventures решила в них инвестировать $100 миллионов. Сразу они совокупно привлекли 275 миллионов, сейчас компания это уже единорог, больше миллиарда, хотя они тоже еще далеки от окупаемости. Вот. И также другие посмотрели меры поддержки стартапов в США, и поняли, что, конечно, Казахстану до США как до Луны. Вот. И с тех пор пришло понимание, что в Казахстане стартапы развивать сложно не только потому, что мы сами, как предприниматели, может быть, где-то в чем-то слабы и сильны, и также потому, что среда для стартапов в Казахстане не развита. Вот. Как говорится, в казахстанской стартапной индустрии нет проблем, нет индустрии, нет проблем. Вот. Поэтому, что хорошо, у нас, в принципе, такие социальные вехи работы, такая политическая система так выстроена, что, в принципе, открыта для новых идей. И мне выпал случай в августе прошлого года поучаствовать на встрече премьер-министра Казахстана с молодежью. Я, подошел к микрофону и решил высказать наболевшие мысли, что все плохо, стартап-экосистемы нет, индустрия мертва, success stories никаких нет. На что получил отклик, и с тех пор мы консультируем правительство о том, как развивать стартап-экосистему. И мы сами этого не ожидали, но наши предложения поддержали на самом высоком уровне, вплоть до президента. И послание президента — это такой политический инструмент администрации президента, то есть он ежегодно выпускает послание, это основная стратегия для всей страны. Там сделан упор именно на развитие цифровых технологий, и в том числе там вошли туда некоторые наши предложения, о которых я сейчас хочу рассказать. Для того, чтобы построить крупный технологический бизнес, нужны две составляющие. Это сами предприниматели и, собственно, стартап-экосистема. Следующий слайд. Чтобы понять, насколько развита стартап-экосистема, достаточно посмотреть на объем венчурного рынка. Если мы посмотрим в США, то они лидеры, безусловно. Китай, к примеру, отставал очень сильно, но затем в 2014-2015 году они осознали, что необходимо форсировать развитие стартапов, создали венчурный фонд государственный на $30 миллиардов, и там у них за один год
сразу запустился 11 тысяч акселераторов, то есть быстро подтянулись, но, как вы видите, уже почти там недалеко от США. В России примерно 2 миллиарда долларов. Кстати, в другой презентации у нас была Беларусь. В Беларуси тоже там около 500 миллионов, по-моему, даже до миллиардов в каких-то годах доходило. Вот. Ну и Сингапур. Сингапур мы считаем, что близок, потому что там тоже высокая доля участия государства в экономике, тоже небольшое население. Вот, у них тоже все очень хорошо. Недавно там, кстати, мы были, изучали их, ну тоже могу пару слов рассказать, как у них устроено. Вот, ну, в Казахстане вы вот видите, да, и то нет официальной статистики, нет аналитики, поэтому мы просто разговаривая с экспертами рынка, примерно совокупно прикинули, что это не превышает 10 миллионов долларов. То есть ежегодно в стартапы инвестируют в Казахстане не больше 10 миллионов долларов. Это очень мало. Ну, практически это ноль. Можно что читать. Поэтому что делают развивающиеся страны, чтобы как-то успеть за этим трендом? Вот. Ну почему и беспроигрышно, на наш взгляд, инвестировать в стартапы? Потому что суммы небольшие, там 100 тысяч, 500 тысяч, миллион долларов, это небольшие суммы, которые нужны для стартапов, но выхлоп, который может быть, он может превысить все ожидания. Вот. Конечно, это рискованный очень бизнес, вот. Но, скажем, если мы посмотрим вот, на Малайзию, по нашим расчетам там было инвестировано где-то около 100 миллионов долларов государственных денег на развитие этого проекта Major. Но только 2 проекта уже окупили всю программу. Job Street был выкуплен за $500 миллиарда долларов, и Grab Taxi привлек 340 миллионов долларов, это единорог. Вот. Но самый знаменитый кейс среди развивающихся стран показали Стартап Чили. Стартап Чили организовала программу международной акселерации. То есть они понимали, что у них маленькая критическая масса предпринимателей, специалистов в этой сфере, поэтому они решили сделать ставку на иностранных предпринимателей. Вот. И они предложили интересную программу, то есть они дают, вы можете приехать туда, в Чили, Сантьяго, это очень далеко, даже от Лос-Анджелеса, по-моему, 13 часов лететь туда. Они предложили, что мы даем вам гранты, размещаем и при этом не получаем долю в вашем проекте, equity free. Вот. И удивительно, но со всего мира туда люди начали съезжаться, и совокупная капитализация проектов выпускников за 7 лет превысила $1 миллиард долларов. Тоже очень успешно. Этот проект, вот, кстати, решила Малайзия скопировать. Вот, тоже уже success story, можно сказать. Ну и парк высоких технологий, это тоже интересный кейс. Но парк высоких технологий только больше ориентирован на внутренний рынок, не сколько на то, чтобы привлекать иностранных предпринимателей, а сколько создать условия для своих, так как в Беларуси, мы знаем, там большая критическая масса технических специалистов, это еще с СССР, да, по-моему, образование так выстроено. Вот. Поэтому тоже есть очень много success stories, и удивительно, что не так, что это эпизодично, как там World of Tanks, Viber, а именно систематически это происходит ежегодно, есть какие-то новые успешные проекты, мы тоже изучали, отслеживаем. Ну и теперь такие технопарки, международные стартап-хабы запускаются по всему миру, в Корее, Южной, там, в Южной Корее, к примеру, на поддержку стартапов выделяется $2 миллиарда долларов. Recognizing yoga as and having an International Day of Yoga in June. И в этой связи хотела бы сказать, что по инициативе ООН представлен День йоги, который проводится в июне. So India has a huge potential to contribute to the tourism sector, and particularly, let's say, maybe green tourism. У Индии есть много что предложить для развития туризма, и особенно если мы говорим о зеленых технологиях, о устойчивом туризме. Because apart from its diverse ethnic communities, we also have all the weather or climatic conditions, extreme
hot, extreme winter, or we have all the climatic conditions that we experience in India. Every region is very unique, the geographical region. Как я уже сказала, Индия известна не только своим разнообразием в национальном составе, но у нас также разнообразие в климатическом плане. То есть каждый наш регион — это уникальный регион, где-то экстремально теплая погода, где-то экстремальный ветер. То есть это тоже особенность нашей страны. So especially the government of India is also taking initiative to promote green tourism. И правительство нашей страны также прилагает много усилий для того, чтобы развивать зеленый туризм, устойчивый туризм. So we welcome all of our SEO countries to explore tourism opportunities with us, and we are also welcome to tourism opportunities with the SEO countries. Thank you very much. И я хотела бы сказать, что мы всегда рады и готовы развивать туристический потенциал у нас в Индии со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества. Приглашаем вас к себе и будем готовы работать с вами. Большое спасибо. Большое спасибо. Вот здесь непосредственно для молодежи, ну вообще для всех граждан непосредственно, потому что по срокам затягивается. И здесь, пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что в данный момент все-таки нужно будет рассмотреть, я хотел бы просто сегодня тоже услышать предложение, как видите, вот именно сразу вопрос, как бы, вот Российской Федерации, Китайской Народной Республики, вот по молодежной у нас есть в ШОСе орган, который занимается по молодежи, или это просто как общественный совет, или в рамках, скажите, пожалуйста, я просто это информационно это не владею. Российская Федерация здесь есть, непосредственно, да? Вы представляете, вы не представляете? Беларусь. И в завершении, конечно, хотел бы, пользуясь случаем, поздравить делегацию Пакистана и Индии со вступлением в ШОС непосредственно. Ну и, соответственно, сотрудничество, просто видите, если выработать сразу концепцию, выработать один орган, можно было уже совместно работать, потому что общий на уровне министерства, все остальное это одно, вот именно по линии молодежи. Большое спасибо. Если нет ко мне вопросов, разрешите перейти к другому модератору. Казахстан занимает 3-е место среди 190 стран мира по показателю защиты миноритарных инвесторов. То есть это очень важный показатель, что миноритарные инвесторы — это те инвесторы, которые обладают небольшим процентом акций и напрямую не участвуют в управлении той организации, куда они вложили свои инвестиции. И поэтому защита прав именно таких вот инвесторов, которые не обладают больше 50% акций, является очень важным для спокойствия этого человека, который вкладывает в инвестиции в нашу страну. Далее, Казахстан занимает 9-е место из 111 стран по показателю обеспечения исполнения контрактов. The provision of contract insurance. Я извиняюсь, не развернула презентацию. Далее, что хочу сказать по скорости. Здесь в разрезе регионов Республики Казахстан показана скорость ветра. То есть, о чем я хочу сказать, что нам сейчас очень важно, чтобы инвестиции пришли именно в сфере высоких технологий зеленой экономики. Казахстан занимает 1-е место в мире по доступной ветроэнергетике на душу населения. То есть ветровой потенциал у нас просто огромен. Здесь показаны уже те ветро- и солнечные электростанции, которые в Казахстане существуют. Мы видим, что их пока еще не так много. Далее я бы, наверное, хотела остановиться на специальных экономических зонах. Специальная экономическая зона, как она представляет собой географически локализованный земельный участок, дающий определенные преференции тем предприятиям, которые на ней находятся, имеющие льготный налоговый режим,
Вот, то есть, допустим, по налогам конкретно. For example, if we talk about Для участия в специальных экономических зонах предусмотрены следующие льготы. Освобождение от корпоративного подоходного налога, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на имущество. Также при реализации на территории специальной экономической зоны товаров, полностью потребляемых, то есть облагается налогом на добавленную стоимость, то есть НДС, по нулевой ставке, то есть тоже освобождается. Также существуют еще дополнительные налоговые льготы для специальных экономических зон, которые находятся у нас в Алматинской области, это парк инновационных технологий, Алматы, Тайгары, и Астана, новый город. Упрощенный порядок найма иностранных работников. Выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы местными исполнительными органами производится в соответствии с законодательством. Участникам СЭС на срок 10 лет бесплатно предоставляется земельный участок для реализации проекта. В данный момент мы видим, вот в Казахстане в разных регионах есть свои свободные экономические зоны по различным направлениям. Например, в городе Астана это больше легкая промышленность, автомобилестроение, авиационная химическая промышленность. Актау – это наш запад, да, Мангостауская область, там тоже легкая промышленность, химическая и металлургическая промышленность. Допустим, в Алмате это приборостроение. В основном это химическая нефть.